Добрый день всем тем, кто присоединился к нашей программе. Настало время представить вам нашу гостью. Сегодня в студии Дина Каюмовна Мухамедхан, профессор, директор Центра образования и культуры имени Каюма Мухамедханова, дочь Каюма Мухамедхановича Мухамедханова. Дина Каюмовна, добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам в гости, тем более в такой знаменательный день. Ведь именно сегодня, 5 января, вашему отцу исполнилось бы 100 лет. Хочется напомнить, что Каюм Мухамедханович – это известный ученый, общественный деятель, тюрколог, основатель научного боеведения. Его вклад просто в развитие, мне кажется, казахстанской науки, он невообразим, он очень глобален. В том числе он и был и писателем у нас, и поэтом. Всесторонне одаренный человек, но что его особенно отличало, это патриотизм, любовь к родному краю. Откуда вот это всепоглощающее чувство любви? Я бы сказала, что надо вспомнить отца Каюма Мухамедханова, Мухамедхана Ситкулова. В одном из выступлений Каюм Мухамедханов говорил так: «Мой отец создал в доме благодатную атмосферу для общения людей». В доме отца Каюма Мухамедханова была богатейшая библиотека, вся мировая классика, книги, журналы и газеты того времени, Сарыарка, Айкап, Шура, Таржиман, журнал Абай, газета Казак. То есть эти газеты и журналы он сам и финансировал. В доме отца Каюма Мухамедханова бывали известные деятели культуры, театра, литературы, писатели, издатели того времени. С детства Каюм Мухамедханов наблюдал общение отца с интересными людьми. Это Алихан Бакиханов, Ахмед Байтурсунов, Маржакет Дулатов. И в доме отца он встретил своего учителя, которому был предан всю жизнь, Мухтара Уэзова. И надо сказать, что вот эта традиция именно роста в такой интеллигентной семье, общения с такими людьми, она перешла, потому что вы ведь тоже росли в такой обстановке. Ну, я думаю, что да. Мне кажется, что вот очень важно круг чтения. Вот Каюм Мухамедханов вспоминал, что он впервые познакомился с историей, с реальной историей своего народа и культуры из труда Алихана Бакиханова «Киргизский край». Это русское географическое общество издавало. В доме Мухамедхана Ситкулова в разное время бывали Абай и Шакарим, ученики Абая, многие деятели культуры, науки. И когда Каюм Мухамедханов начал свою научную деятельность, он настолько тщательно, аккуратно подходил к каждому исследованию, будь то большая монография, либо небольшая статья. Все основывалось на точных архивных данных, на многочисленных исследованиях. То есть он занимался тем, что не только возрождал имена этих людей, боролся за реабилитацию их творчества, но и увековечение их образа. И, например, если взять вот Абая Кунанбаева, Каюм Мухамедханов был в 1941 году назначен ученым секретарем правительственного юбилейного комитета по празднованию столетия Абая. Но, к сожалению, не все удалось сделать в то время. И даже в 1949 году памятника Абая не было. Образ Абая в живописи не был увековечен. Зимовка Абая, его могила находилась в плачевном состоянии. Обо всем об этом надо было писать, добиваться. И даже есть такие письма, которые говорят о том, что он узнавал, где на Урале можно достать камень, писал на Ленинградский фарфоровый завод. То есть это не всем дано. С одной стороны, конечно, знание, компетентность, интеллектуальное лидерство, но сочетание с гражданским мужеством – это действительно решает многое для судьбы отдельного человека, для судьбы целого народа. Но хочется отметить тот факт, что Каюм Мухамедханович был, наверное, первым в Казахстане человеком, который начал изучать личность, творчество, деятельность великого Абая Кунанбаева, потому что сейчас мы все знаем и слова назидания, мы знаем известные произведения, мы со всем этим знакомы. А тогда удивительно, что на самом-то деле это имя нашего великого поэта, философа и мыслителя не было столь распространенным, популяризированным. Да, и именно верно. Ваш отец первым обратил внимание на важный вклад Абая в развитие казахстанской литературы, философии, да. культуры. В 1940 году он был направлен в командировку, в то время это назывался Чингистауский район, для того, чтобы пропагандировать Абая
что удивительно, землякам Абая, и это правильно. И вот просветительской деятельностью Абай он занимался всю жизнь. Он читал лекции студентам и по линии общества знания, вел телевизионный клуб Абая. Если брать абаеведение, он сделал очень много. Вот Каюм Мухаммедханов, текстолог Абая, он вернул нам оригинальное слово Абая. Это огромный титанический труд. Написал научный комментарий ко всем стихотворениям и ко всем поэмам Абая. Если брать другую сторону, ученики Абая, в конце 30-х годов и наследие Абая, и ученики Абая, это был исчезающий пласт культуры нашего народа. И вот Мухтар Әуезов, учитель Каюма Мухаммедханова, дает ему такое поручение. Первое – это сохранить оригинальное слово Абая. Он сделал это текстологические исследования по Абаю. Второе – школу Абая открыть. Что значит школа Абая? Это ученики Абая. Это его сыновья, это молодые композиторы, певцы, сказители, которые учились у него. Вот эти имена были забыты. Надо было восстановить все имена, написать научные биографии, методом текстологического анализа доказать принадлежность каждого произведения каждому ученику. Это огромный труд. И Каюм Мухаммедханов выполнил с честью это задание. А третье было задание – подготовить основу, почву для того, чтобы открыть первый музей Абая. Что значит открыть музей? Это надо было собрать достоверные, оригинальные рукописи, источники, предметы быта, одежды, мебели самого Абая и его ближайшего окружения. Это многочисленные экспедиции в отдаленные аулы, по пыльным дорогам, в грузовиках. Это беседы со старцами, это научное установление предметов и их описание. Вот так постепенно и создавался музей Абая. А Каюм Мухаммедханов с первых дней занимался тем, что пополнял постоянно рукописями, восточными книгами библиотеку. И кроме того, он задавал вектор научного направления. А в 1947 году для того, чтобы спасти именно литературную и научную основу деятельности музея, он был передан в ведение Академии наук, и Каюм Мухаммедханов был первым академическим реальным директором музея. Давайте поговорим о том, что вы сегодня принесли к нам на программу. Буквально недавно вышла книга Каюм Мухаммедханов «Письма говорят». Нужно отметить, что, пожалуйста, посмотрите, это книга своеобразный учебник истории, культуры, потому что вот в этих письмах рассказывается о том, что заботило Каюм Мухаммедханов, какие темы научных исследований, какие книги, рукопись, микрофильмы, монографии, древние старинные произведения он заказывал отовсюду, из библиотек Москвы, Ленинграда, Казани, университетов, музеев. Это интереснейшая переписка. Например, взять одно письмо. Вот, мне кажется, оно само по себе интересно, даже внешнее оформление. Это письмо Сергея Маркова из Москвы. В 1968 году он пишет ему о том, что его всегда удивляла история города Семипалатинска. Можно просто начало, да, зачитать? Да, пожалуйста. Уважаемый Каюм Мухаммедханович, в юбилейный год Семипалатинска особенно полезно бы вспомнить о людях, оставивших след в истории исследования края и ближних к нему стран. Это же ведь частичка истории, да. И она сохранена в таком потрясающем виде. Да, если мы возьмем другое письмо, например, это оригинальное письмо, написано арабской графикой Алькей Маргулана. Вот здесь он обращается к Мухаммедханову, говорит ему о том, что твои труды, научные труды Абу Харджара, Мухтара Әуезова, любой твой научный труд, это как прекрасные грозди винограда. Каюм Мухаммедханов был очень аккуратен, он выполнял так много просьб людей, и известно, что он был научным корреспондентом своего учителя, у них были очень доверительные отношения с Мухтаром Әуезовым. Мухтар Әуезов поручал Каюму Мухаммедханову очень много заданий при написании романа «Эпопеи об Абае». Вот всему этому Каюм Мухаммедханов учился у своего отца Мухаммедхана Сейдкулова, и в одном из писем из Карлага Каюм Мухаммедханов писал: «Детям и семье чистота моей души и совести дает мне силы и надежду, что я вернусь к вам. Это вера в высшую справедливость, вера в праведных своих поступков. Это тоже шло от отца. Можно сказать, что отец и сын – это неразделимо для меня. Отец и сын
задавали вектор духовно-культурного развития, а самое главное, своими нравственными, моральными поступками, они утверждали приоритет нравственных ценностей и соединили 3 века – 19 век, 20 и 21. Каюм Мухамедханович – это автор одного из первых гимнов, государственных гимнов Казахской ССР. Да. То есть, что вы можете сказать об этой работе? Какой она заняла объем, возможно, вот во всем творческом, во всей деятельности Каюма Мухамедхановича? Интересно отметить, что Каюм Мухамедханов начинал как поэт. И свои детские стихи он читал посетителям дома своего отца. И он написал очень много стихотворений, перевел много стихотворений с разных языков, и Шевченко, и Тукая, и много других стихов. И одним из своих важных поэтических произведений он считал гимн, текст первого государственного гимна. В 1943 году был объявлен конкурс, закрытый конкурс на создание гимна. Каюму Мухамедханову было 27 лет. Он написал гимн, и вдохновленный текстом именно гимна Каюму Мухамедханову Мукан Тулебаев создает музыку. Мукану Тулебаеву было всего 30 лет. Вот 2 молодых человека, 2 молодых патриота, любящие искренне свою родную землю, написали гимн, который звучал несколько десятилетий, это наша история. А первая строчка гимна авторства Каюма Мухамедханова так и звучала: «Ер казак, ежельден, ерканде кансагам». Мужественный, героический казахский народ издревле мечтал о свободе. Такие строки в те далекие годы мог написать только истинный патриот. Дина Каюмовна, давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, и через буквально несколько минут мы продолжим нашу беседу. Хорошо. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Добрый день всем, кто только присоединился. У нас в студии сегодня Дина Каюмовна Мухамедхан, профессор, директор Центра образования и культуры имени Каюма Мухамедханова, дочь Каюма Мухамедхановича. Дина Каюмовна, еще раз здравствуйте. Мы уже начали в первом блоке говорить о том, что вашему отцу, выдающемуся ученому, текстологу, боеведу, сегодня, 5 января, исполнилось бы 100 лет, что он автор одного из первых гимнов Казахской ССР и, к тому же, выдающийся переводчик. Вот мы сейчас у вас видим тетрадку, написано «Бедная Лиза». Неужели это то, о чем мы думаем, Дина Каюмовна? Да, вот находясь в Карлаге за школу учеников Абая, Каюм Мухамедханов перевел повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза» поэтическим казахским словом за 15 дней. Можно и вот мне, это оригинальная рукопись, в конце написано Улайгыр, Карагандинская область. Может быть, Игорь нам зачитать сможет какой-нибудь? Сармандай Лиза. Тұратын Москвада қала халқы дәл мендей қала маңын білмес жалпы, мақсатсыз мендей кезіп оймен қырын серуендей кетушығын жоқ қой салшы, наверное. Просто почерк немного непонятный, да, посмотрите. Но рифма чувствуется. Да. Вот, знаете, богатое такое слово, очень красивое слово. Это интересно, что когда Идрис Мустамбаев, друг отца Каюма Мухамедхана Ситкулова, попросил однажды мальчика Каюма переписать арабской графикой книгу. И вот он 3 дня и 3 ночи не спал. Он так старался, переписал красивым бисерным почерком книгу. Идрис Мустамбаев похвалил его и дал ему какое-то вознаграждение. Мальчик Каюм смутился, был очень скромный. А Идрис Мустамбаев сказал: ты потрудился замечательно, а хороший труд должен быть вознагражден. И вот таким образом Каюм Мухамедханов потом вспоминал: я получил свою зарплату в 14 лет. Уже 5-й день нового 2016 года. Расскажите, пожалуйста, о своих планах. Вы знаете, наши планы, конечно, продолжать заниматься архивом Каюма Мухамедханова. Вот, например, книга писем вышла. Это ведь фактически культура в действии, культура в движении, потому что богатейший материал может быть использован для обогащения истории, краеведения, музееведения, абаеведения, шакаримоведения, шокановедения и много родословной абая, шакарима. То есть это богатейший материал. Одно дело, если бы он лежал просто в архиве, эти письма лежали в архиве, а мы их превращаем
в полезный материал для обогащения содержания образования и патриотического состояния нашей молодежи. Вот это важная наша миссия, важная наша задача. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Когда-то в одном из своих выступлений он сказал так: «Я родился холодным зимним днем, но в моей жизни было больше светлых и солнечных дней». Это отношение гражданина, патриота своей страны к жизни, к трудностям, к умению служить своему народу. И это действительно так. Он служил своей родной земле, своему народу. Дина Каюмовна, ну и на этой такой красивой лиричной ноте ваши пожелания казахстанцам. Главное для нас – это сохранять духовные устои. Для меня это как завет. Что такое счастье? Спросил один из журналистов у Каюма Мухамедханова. И он ответил: счастье – это быть свободным, говорить правду и не бояться ничего. Это самое главное для человека. Именно так надо жить. И, по-моему, здесь, в этих словах заключена правда жизни. Дина Каюмовна, спасибо вам за то, что вы пришли сегодня к нам в гости, за то, что вы дали нам возможность прикоснуться к этой истории, к этому богатому наследию, оставленному вашим отцом, который продолжает нас учить, восхищать, удивлять. И мы, на самом деле, это очень-очень ценим. Мы желаем, чтобы, конечно, все ваши ожидания от 2016 года обязательно воплотились, сбылись, все цели были достигнуты. Вот. Поздравляем вас еще раз с наступившим праздником. Спасибо. Взаимно. Спасибо вам огромное. Дорогие телезрители, для вас эти полчаса работали Анар Рзаева, я Игорь Сахар. Встретимся завтра на нашем канале в это же время. Удачного вам дня и приятных встреч сегодня.